Здравствуйте! Национальный центр аудиовизуального наследия продолжает рассказывать об уникальных и редких кадрах нашего фонда. Эти кадры хорошо знакомы не только историкам, но и краеведам. Ледоход, съемки самолета, где виден старый довоенный Якутск, колокола, еще не уничтоженный огнем Якутский острог. Именно так начинается этот немой черно-белый фильм в двух частях под названием «На берегах Алдана» 1931 года. Однако за кадром осталось много интересных фактов. Несмотря на то, что якутяне впервые на экране увидели кадр о родном крае, снятый кинооператором-любителем Шмаковым в 1928 году, данный фильм «На берегах Алдана» все-таки считается официально первым полноценным фильмом о Якутии. Якутское представительство в Москве уделяло очень большое внимание организации первых съемок в нашей республике. Для составления программы по киносъемкам даже был создан специальный комитет, который разрабатывал темы из дореволюционной истории и по отдельным темам писали сценарии. Так, 14 марта 1928 года коллегия Наркомпрофздравсовбеса ЯССР получила телеграмму из Москвы, где сообщалось о прибытии съемочной бригады. Об этом докладывал сам Платон Аюмский. Наконец, в апреле 1931 года в Якутск прибыла съемочная группа Треста «Восток-кино». В честь приезда режиссера-оператора Вильгельма Блюфштейна, уполномоченного управления «Восток-кино» Светозарова, ассистента Привезенцева и второго оператора Франкина вышла статья об их прибытии в газете «Автономная Якутия» «По берегам сибирских рек». Именно с такой надписью начинается черно-белая картина, которая с первых кадров уже показывает масштаб территории Якутии. В тексте есть информация о сложной транспортной схеме, но понятными фразами. Например, от Иркутска до Якутска всадник скачет 1 месяц. Или же пароход по этому же маршруту идет 18 суток. Центр Якутска ЯССР начинается с кадра Якутского окружного суда, около которого стоят повозки с лошадьми. В этом здании помещался Якутский совет рабочих депутатов, а нынче это здание Академии наук Республики Саха-Якутия. Каждый кадр – это исторический видеодокумент, по которому можно восстановить прошлую эпоху. Например, эти кадры старого деревянного города Якутска 1931 года, Сиянной Предтеченской церкви. Зафиксирован исторический план. Это колокола самой утраченной церкви. Кирпичная двухпрестольная церковь была построена в 1820 году на улице Большой. Нынче это проспект Ленина, который был построен на средства почетной гражданки Колесовой по завещанию ее мужа. После революции церковь была закрыта. Сейчас на месте утраченной церкви построена гостиница «Азимут». Что касается творческой бригады «Восток-кино», то после съемок в Якутске она на лодках переправилась через Лену и добралась до Чурапчи. И там произвела съемки старого балагана. На этих кадрах документально запечатлен старый уклад и быт якутов, который описывается в книгах по истории. Мужчины пашут яремной сахой. Хотя уже 20-30-е годы по всей стране шла коллективизация сельского хозяйства. Первые машино-тракторные станции появились в 1932 году в Алекминском и Намских районах. В объективе телекамеры оказался каждодневно трудный, рутинный труд якутской женщины. Вот она идет с национальной утварью за водой. А здесь операторы особенно детально отсняли процесс по обустройству жилища. Далее съемки переместились внутрь балагана, где на кадрах запечатлены остальные члены семьи. Можно предположить, что родители работают в поле, а их взрослые дети остались одни. В кадре одна из дочерей взбивает сливки, кюрчах. В балагане сидит старец, который, видимо, приглядывает за малышом, пока мама занимается хозяйством, а малыш родился недавно, о чем свидетельствует повязка на пупке. В старину таким образом родители придавливали грыжу и надевали повязку, защищая малыша от заражения. Также можно заметить на этом кадре, что поверх люльки имеется защитная сетка от насекомых. Значит, съемки велись уже в мае или же все-таки в летнее время, в июне. К сожалению, описания съемок этих видеодокументов не сохранились, но можно предположить, что эту семью съемочная группа снимала в Чурапчинском, а возможно и в Татинском районах. Особое место фильмы занимают съемки уроков в школе, что свидетельствует о постепенном развитии образования в Якутии. По данным этого фильма, на 1930-е годы около 40 тысяч якутян обучались в школах, в техникумах и вузах.
Съемочный процесс о жизни Якутии занял почти месяц. За это время кинокомпания «Восток Кино» побывала еще в Алданском районе, о чем свидетельствуют эти кадры золотых приисков Южной Якутии. Тяжелый ручной труд старателей, работа драги, создание рабочих поселков. Операторы отсняли весь процесс, начиная от поиска золота и отправки алмазов в Госбанк. Сейчас этим кадрам нет цены. Съемочная группа «Восток Кино» проделала большую работу по созданию этого фильма. Кинематографисты в Якутск не вернулись. До железной дороги они добрались на машинах, построившейся тогда Амуро-Якутской магистрали. К сожалению, задуманный фильм «Якутия» на экраны так и не вышел. Однако, как полагают эксперты, готовый материал был использован в Союзкиножурнале по отдельным темам. Из всего снятого видеоматериала был и смонтирован этот документальный фильм «На берегах Алдана». Первыми зрителями этого фильма стали якутские студенты, которые увидели эти кадры в Москве в 1932 году, а позже ее уже показали в Якутске накануне 17-й годовщины Октябрьской революции. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, это интересно.